В начале встречи организаторы проекта «Возвращение имени» рассказали о проделанной работе за 2 года. Зрителям был показан фильм о работе проекта по поиску и установлению личностей, пропавших без вести в Великой Отечественной войне. Чтобы узнать о судьбе без вести пропавших, были подняты уникальные материалы в европейских архивах. В частности, поиски велись в архивных данных военнопленных немецких концлагерей, действовавших во время Великой Отечественной войны. По этим данным удалось найти информацию о 26 уроженцах Ачамчирского района и установить места их захоронения. Документы, подтверждающие это, были вручены родственникам пропавших без вести. Руководитель проекта Григорий Скворцов отметил, что в Абхазии уже проинформировано более сотни родственников военнопленных, среди которых есть абхазы, армяне, русские и греки. Мы в течение 2,5 лет работали в Ачамчирском районе и нашли только в селах и в городе 26 семей. Мы очень рады, потому что это сложная, кропотливая работа, это нужно находиться в селе и там искать. Без военных курсантов Сухумского училища это было бы невозможно. И следующий вопрос, который у нас есть, это то, что мы вообще в архиве имеем 330 фамилий, а всего мы уже вручили 150 документов. В этом, конечно, большая радость, прежде всего для семей, ну и для нас в том числе. Проект «Возвращение имени» был создан при участии Министерства обороны Абхазии, а также при поддержке администрации городов и районов республики. За время работы, помимо курсантов Сухумского военного общевойскового командного училища, к проекту присоединились около 50 студентов среднеспециальных и высших учебных заведений Абхазии, которые решили стать волонтерами и принять участие в поисках родственников 330 солдат, пропавших в немецких концлагерях. Главная задача проекта – это поиск родных военнопленных, карточки которых удалось найти в немецких архивах и которые более 70 лет считались без вести пропавшими. Работа проекта «Возвращение имени» продолжается и проходит во всех районах республики. Саид Джарсали, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение.